проблемы длятся годами, и особенно по НТО. Посмотрите, ни для кого не секрет, когда приходит новая команда с новым мэром, с чего начинается, да, у нас? У нас начинается с замены НТО. Меняются правила игры. И в этом... НТО это что такое? Нестационарный торговый объект. И в этом году, конечно, ну, в принципе, мы считаем, что департамент архитектуры сам себя перещеголял. В каком плане? Что они выставили документ, нормативно-правовой акт, который касается большого количества предпринимателей, и взять, вынести на ОРВ документ 21 декабря и закончить принимать предложения все и какие-то мысли по этому поводу, по образцу и подобию НТО, да, 4 января, тогда, когда все гуляют, тогда, когда все празднуют, тогда, когда никто практически не работает. Но наши чиновники решили, что предприниматели обязаны зайти на сайт Якутск РФ и прочитать именно данный документ. При этом федеральный закон у нас гласит, даже если данный документ вывешивается на определенный сайт для просмотра, то в этом даже случае обязанность нашего департамента архитектуры в этом конкретном случае оповестить экспертов, чтобы они могли прочитать и ознакомиться с документом. У нас мэрия в этом году не сделала этого. Не в этом. Если говоря простым языком, раньше действовал один нормативно-правовой акт, который утверждал один эскиз, согласованный с архитектурой. Теперь он отменяется, этот документ, и согласовывается новый дизайн-проект. Ну, как вы знаете, объекты нестационарной торговли должны иметь вот единый вид, должны выглядеть как вот не как попало, да. И в целях этого окружная администрация периодически утверждает вот этот внешний вид. И последний образец, он был утвержден в 2012 году распоряжением администрации. И мы буквально вот в прошлом году начали разрабатывать, и в этом году утвердили нормативно-правовым актом. Это постановление окружной администрации города Якутска за номером 18П от 05 февраля новый дизайн-проект, который представили на рассмотрение. Данный документ прошел все процедуры, которые полагаются при согласовании, в том числе по размещению на сайте для оценки воздействия. Да? И постановление это принято, к нему приложены эскизные варианты киосков, теплых остановок, да, различные виды, которые должны вы в последующем для себя принять. Юридически, я считаю, что вы, как представитель окружной администрации, допустили большую ошибку. Вам надо было 237-е постановление 2012 года просто поменять. Этот эскиз я видела, еще Ирина Дмитриевна мне показывала летом. И речь шла о теплых, новых теплых остановках. О том, что это этому будут подвержены все, об этом речи не стояло. Сегодня вот этим постановлением 18П вы отменили 237 вообще, то есть чисто юридически человек приходит продляться, а положение понуждает, чтобы соответствовало утвержденному эскизу, значит он должен соответствовать 18П, но никак не 237, которая уже утратила силу. Это 18П. То помимо внешнего вида предприниматель также должен привести в соответствие стены внешние, то, что визуально не видно, да, то, что скрыто под обшивкой, то, что скрыто под внутренней отделкой, они должны быть сэндвич-панели. Внутренний каркас, он должен быть металлическим. Это вот при продлении, как человеку это сделать? Это заведомо неисполнимое условие. Это очень дорого. В законе, федеральном законе об ОРВ есть, что вы не только выставляете на сайте, а вы еще должны отправить экспертам, а у нас Координационный совет при главе города Якутска является экспертным совещательным органом. Вы не поставили, не отправили этот закон туда, нормативно-правовой акт. Не закон, а нормативно. Вы не согласовали, не получили ответную реакцию от общественных организаций и экспертов. И уже он принят. А как так вот бывает? Праздничные дни, да, когда не каждый предприниматель, тем более торговля, тем более НТО, может зайти к вам на сайт, ознакомиться
И вы, не получив обратную связь вообще никакую, вы взяли, принимаете, это тот документ, который касается 584 киоска, плюс в каждом киоске работает еще по 3 человека, плюс у них еще семьи. А что это такое, да? Что это мы будем предпринимательское сообщество слушать? Кто они такие? Ну подумаешь, раз в 3 года мы меняем условия игры. Ведь мы же тоже новая команда, мы пришли, мы тоже хотим что-то получить, да? Какой-то новый документ и поработать с предпринимателями. А кто так начинает работу? Давайте отменим все старое и на костях мы возведем новое. То, что это будет здорово, что это будет удовлетворять в первую очередь кого? Предпринимателей, которые дают налоги, которые работают и создают рабочие места. Или все-таки чиновников, которые выпускают вот такие вот нормативно-правовые акты. Давайте с самого начала все-таки поговорим об этом. Новая команда пришла и разработала новый тип, да? Я хочу сказать, что этот нормативно-правовой акт, он как раз-таки был разработан ранее, Ирина Дмитриевна, и в 2018 году. Его поэтому не выпускали на ОРВ, потому что мы были не согласны. Поэтому мы сейчас вот завершили эту процедуру, которая она была разработана. Так? Если есть какие-то нарушения, давайте мы эти вопросы обсудим вместе с вами. И с прокуратурой тоже, конечно. И с прокуратурой тоже. Если, и по тем моментам, когда вы говорите о том, что надо было не отменять, а оставлять в таком виде. Да? И любой нормативно-правовой акт, он подлежит корректировке, внесению изменений. Мы готовы это все внести изменения и обсудить вместе с вами дополнительно. Никаких вопросов здесь нету, мы открыты. Очень большая работа, и в частности при таких мероприятиях также встает вопрос, куда нам деть вот этот павильон, куда нам поставить этот киоск, предоставляются компенсационные места какие-то, да, но и вместе с тем, вот что у нас произошло на Федора Попова, также договора у них были короткие, и также обсуждался вопрос по приведению внешнего вида. То есть там были старые образцы, да, вот эти вот бордово-бежевые, еще как единого образца. Их переделали металлокассетами. Это не соответствует 237-му постановлению, но это было протокольно даже где-то у нас зафиксировано и с разрешения архитектуры. То есть архитектура была в курсе, что да, ребята, хорошо, пусть будет так, пусть будет посвежее, поновее. Они должны были... Это было решено в рабочем порядке. Такого официального согласования не было. Прийти, согласовать альтернативные варианты киосков с согласованием архитектуры. Мы согласовываем такие эскизные проекты. Смотреть повторно, вы представьте нам на рассмотрение, да. А в отношении того, что Агафья Семеновна говорит, есть вот киоски, которые не соответствуют габаритам, которые здесь у нас утверждены. Так? И они не все подходят ровно вот, по типовому. Да? И какие-то индивидуальные вещи, которые у нас в городе есть, это мы должны отдельно согласовывать. Старые установленные объекты, которые по старому образцу привели в соответствие, мы их будем требовать приводить по-новому. Они Положение написано черным по белому, что нестационарный торговый объект должен соответствовать утвержденному эскизу. Точка. Сегодня 18П. Подождите, мы не будем говорить сейчас о том, что закон обратной силы не имеет. Вот здесь собрались сейчас руководители НТО, да, которые хотят знать ясность и прозрачность игры. Вот сейчас у многих заканчиваются в апреле месяце договора размещения. Они придут и в соответствии 18П, хорошо, если кто-то будет умный и здесь сегодня побывал, и он скажет, а вот я был на совещании, мне сказали, нет, у меня нормальная архитектура, у меня все нормально, все хорошо. А другому скажет, нет, иди, вывози и сделай согласно эскиза 18. Ну это, Агафья Семеновна, это вы сейчас нам это говорите. Каждый предприниматель столкнется со своей ситуацией сам. И мы сейчас хотим все-таки знать прозрачные правила игры. Управы, которые заключают договора с предпринимателями, они в свою очередь, когда предприниматель приходит, должны уже говорить, то, что если у человека там, они же знают, какие объекты, у какого человека, они должны уже либо выехать, либо посмотреть. Вот смотрите, вот. Ничего не нарушаете. Так? В этом году мы принимаем новый, который не отменяет тот старый. Соответственно, закон обратной силы не имеет. Вы договора подписали, старому образцу соответствуете.
этот будет действовать на тех, которые не привели в соответствие, и на те новые, которые в этом году уже будут в получать апреле новые. заканчиваются договора. Как они будут все-таки продлять? По какому эскизу? Тут старый применять не будем. Потому что все, он уже сколько лет, 6-7 лет прошло, он уже на сегодня уже не отвечает требованиям. То есть те, Каким которые... требованиям? Какая актуальность пропала? Нет, те, которые построились, мы их не трогаем. Так? Какая А те, актуальность пропала? если мы оставим их оба, да, например, в этом году пришел человек новый, так, и он берет с нашего НПА то, что вы предлагаете, там 2 образца, и новый, и старый, и выбирает старый. И тогда зачем нам принимать новые требования? Да, хорошо, мы же для этого и общаемся. Сейчас, конечно, норматив принят вот недавно. Предприниматели здесь, да? Да. Я Федоров Владимир Юрьевич, исполняющий обязанности главы города Якутска. Ну, наверное, вы меня знаете, некоторые, может, я просто являюсь. Вопрос действительно, Владислав Владимирович писал, я, к сожалению, сейчас был на совещании важном, чтобы этот вопрос вообще на самом деле сняли. Он открытый. Надо это признать. Он не завершенный цикл без вас, то есть без вашего участия не должны были идти. Я вам подтверждаю, что это неправильно, то, что 21 декабря объявлять и 4 января в новогодние праздники, ну, фактически закрывать все обсуждения и так далее. Я так понимаю? Да, правильно. В связи с чем у меня есть предложение. Данный вопрос здесь не ломать копья, потому что это широкий вопрос, и он касается десятки, а может быть десятки тысяч предпринимателей, которые в городе Якутске имеют свои микро, малый бизнес, и это торговля. Это понятно, что объекты, вот такие, которые сегодня попали в со спорными вопросами, и они требуют широкого обсуждения всего предпринимательства города Якутска. У кого сейчас истекают сроки, у которых будут истекать сроки, у кого уже предъявили, что такое должен быть дизайн. Все. В связи с чем у меня есть предложение остановить сейчас цикл обсуждения, собрать ваши все претензии или так называемые пожелания, собраться на уровне координационного совета, открытого совета по делам предпринимательства при главе. Ирина Владимировна знает, как это делается, и вернуться к этому вопросу более в широком, так скажем, аспекте, потому что сегодня я смотрю, здесь и со строительного округа, и с промышленного есть предприниматели. И это только малая часть города, которая сегодня сидит в этом зале. Невозможно просто было, скорее всего, не осведомлены все были. И там уже на уровне координационного совета с участием главы города, ну, курирующего зама, так скажем, этот вопрос однозначно поставить, как он должен быть. Я это поддерживаю. 28 февраля он подает заявление в управу, допустим, скажем, подал уже 27 января в установленные сроки, он должен получить уже к окончанию срока договора ответ от управы. Сегодня управа как ответит? Заключат договор ему или не заключат? Документ мне трудно уже сейчас сказать, утвержден. какая там, потому что если по каждому, я предлагаю вам по каждому случаю, если есть ваши, как вы будете считать, неправомерные действия чиновников или вот таких вот товарищей, которые там хочу дам, хочу не дам, выставлять, Ирина Владимировна, к вам на координационный совет. И по каждому случаю собрали пакет из 10 заявок, претензий, и каждый случай обсуждать. Каждый случай, потому что если мы сейчас не будем это проговаривать, в управах будет твориться кто что захочет. Хочу откажу, хочу там возьму мзду. Кстати, об этой мзде. Если вы узнаете или ваших так называемых сотрудников там будут понуждать вымогательством, ну то есть там, скажем, деньги, там взятку там предлагать, вы, пожалуйста, шепните мне, если лично не можете, там через кого-то вот у вас есть, чтобы я знал, только не громко, чтобы мы этого товарища хлопнули, чтобы неповадно было другим, потому что я знаю, как с вас стригут там и так далее, за то, за сё, за пятое, за десятое. И мы должны в городе порядок в этом плане навести. Это практика, сложившаяся многолетняя. Мы сейчас зачистку эту ведем, но дело времени, сразу невозможно это сделать. Они выявляются как подснежники время от времени. И мы к этому, этот вопрос будем решать. Поэтому все-таки, я вас прошу, по каждому факту, если сейчас будут давать, давайте будем на координационном совете, и потом, наверное, Семен Афанасьевич там, более компетентным кругом, кто отвечает за эту область, пускай они с этим разберутся. Но только с вашим участием, только с вашими предложениями и вашими чаяниями, учитывая их, каждого человека. Причем я бы отметил на каждой территории по-разному.
Нельзя требовать в промышленном округе, значит, там где-то на Бабушкина норматив к, так скажем, к торговой площади или, значит, санпин-нормы, как в центре города. Согласитесь с этим? Конечно. Поэтому мы должны вместе эти проблемы, как нерешенные задачи, сконнектить и понять, что с этим делать, как быть. Вы должны знать, что вы каждый 4-й рубль в бюджет города несете. И вы платите эти деньги в город. И мы в любом случае должны с вами встречаться, проговаривать все детально, с каждым, почему я говорю, с каждым человеком, с каждым предпринимателем. Сейчас трехмесячный, правильно? И мы должны же знать свою территорию. Конечно. Ну, белых пятен много, но я вообще на самом деле хотел с предпринимателями встретиться таким образом. Белых пятен много, и территории городские, наши территории, они все равно каким-то боком граничат с городской зоной, с предпринимателями зоны, там, может, стоянка на вас, она к вам не закреплена, но она городская, подъезжают ваши клиенты и так далее. И я хотел сделать обращение о том, чтобы вы отнеслись к этому таким образом, чтобы убрали ее, следили за ней до тех пор, пока мы не решим вопрос вот этой передачи этих границ, передачи этих территорий, передачи этих белых пятен. И мы будем этим сейчас заниматься вместе с вами. Конечно, всем хочется, вот отрезал, урну поставил, а там пускай все будет завалено. Нам этого не хочется. Мы хотим конкретно знать свои прилегающие территории, то, что мы должны на них сделать. Если правила не установлены, и один подойдет, скажет мне, вот у нас по правилам благоустройства 5 метров за тобой, а Санпин придет и скажет, ой, нет, дорогая, по Санпину... Вы можете это сделать. Вокруг себя приберитесь. Приберитесь, да, каждый день. Бычки собрать и так далее, это, конечно, работа, я понимаю. А если мы вывезем хотя бы каждый по 5 кубов снега, одна машина хотя бы, 10 кубов вокруг ларька и так далее, мы десятки тысяч кубов увезем из города снега. Отлично. И мы будем в каждом округе за этим следить. Не следить, контролировать, а следить, как вы хорошо делаете. И с благодарностью к вам приезжать и делать это широко известным и благодарить вас за это. Давайте попробуем вместе это. Хорошо? Это вот мое было обращение, зачем я сюда приехал. У вас есть еще по повестке какие-то вопросы? Есть. Ирина Владимировна сказала о том, что возникает, если, к примеру, у нас по жилищному фонду, в принципе, понятно, с предприятиями, у которых есть обособленная территория, свой земельный собственный участок, в принципе, тоже понятно. Они могут там санитарную точку хоть где поставить. То у владельцев НТО, где у них, грубо говоря, земельных участков нет, а есть только вот чисто киоск, не совсем понятно, как им быть в данном случае с региональным оператором. Как будет производиться сбор твердых коммунальных отходов, как будет производиться вывоз. Что касается вывоза, здесь мы ранее с региональным оператором обсуждали, что это возможно урегулировать путем заключения соответствующего договора, в котором будет отражена кратность и порядок вывоза позвонково. Но некоторые предприниматели хотят, грубо говоря, поставить у себя какой-либо бак или там накопитель для твердых коммунальных отходов. Здесь возникает вопрос по применяем малый формат. По бакам малого формата. Ирина Владимировна поправляет меня, и в том числе по стоимости данной услуги. Куба. Или 0,75. Никто не по правилам благоустройства у нас малые контейнеры, или это что вообще? Есть вот контейнер 0,7 или 0,5. 0,75. Да. А что такое вот малый формат? И вот сколько мы задаем? Урна для посетителей, это понятно, это урна. Там какую-то урну, там большой бак вот или так далее. Мы все категорически против. Каким образом будет, особенно на первой линии, собираться мусор? Как это будет? Да. Кто будет его вывозить мусор? Как кто, оператор? Оператор. Дело в том, что предприниматели ставят вопрос о том, что ранее, когда не были внесены изменения, у них были договоренности с управляющими компаниями, которые граничат с этими инвестиционно-торговыми объектами. Когда управляющие компании была договоренность, они могли это складировать. Сейчас управляющие компании не возят мусор, а возит рекоператор. Соответственно, дополнительную нагрузку управляющие компании нести не хотят. И, соответственно, возникает вопрос,
тот порядок, который существовал, как им быть в настоящее время. Но мы же можем, они же могут заключить также договора, как и ранее, с управляющей компанией в этих баке. Они не хотят, отказываются. Потому что дополнительный объем, за дополнительный объем придется платить жителям дома. Почему предприниматель пускай платит за это, договор заключает. Вы готовы заключить договор на вывоз? Конечно. Отлично. Можно подойти к управляющей компании, которая с вами заключит договор, но вы в их баки будете определенное количество мусора по договоренности вкладывать. Да. Все, 3 шага. Деньги, договор, мусор. Самое основное, Оператор вывозит и получает эти деньги. самое основное, чтобы управляющие компании пошли навстречу и точно так же Все, мы согласились. вас услышали. Мы сейчас на планерке, это у нас тогда только во вторник будет. Еще возникает вопрос такой, то, что оригинальный оператор по тем лицам, у которых отсутствует данный договор на вывоз твердокоммунальных отходов, будет эту информацию спускать в Росприроднадзор, а Росприроднадзор, согласно требованиям данного закона, будет обязывать предпринимателей заключать договор напрямую с оператором. Потому что требование закона такое, что каждое физическое и юридическое лицо должны иметь соответствующий договор с лицом, который вправе осуществлять вывоз мусора. И тут получается казуистика появляется, да, тут не совсем правила игры непонятные. Вот мы просим с вашего позволения при вас собрать координационный совет, в том числе пригласить Давайте вопрос второй будет. оператора, да, и конкретно точки над «и» поставить. Идите с предложением. Если идея одна, заключить договор с УК и вопрос закрытый, точка. Если нет, предлагайте. Нет. У нас же разные обстоятельства. Вопросов нет, тогда предлагайте. Кто-то в жилом секторе Но в стоит, жилом тогда секторе УК. еще проще. Кто-то на окраинах города Да. стоит, там вообще Так ничего это еще нет. проще. Кто-то у дороги. Да, потому что вы в жилом доме на первом этаже выносите его куда? В общий бак. Все, значит, договор заключили на общий на объем предварительных договоренностей с управляющей компанией. Вывоз мусора. И третий вопрос. Разграничение границ. Разграничение, да. Хорошо? Вы предпринимаете вопросы? А вообще тарифы, они такие будут, да? Или как? Да, тариф будет. Но вопрос по тарифу стоит. Он 4 раза вырос. Ну, мы вам, оператор, я не буду сейчас вдаваться в детали рассказа о тарифе, там очень много вопросов, и, скорее всего, вам лучше будет задать эти вопросы непосредственно оператору. Это его область ответственности, я за них как бы не хочу с вами здесь ссориться. Если я сейчас начну рассказывать, что в этот тариф входит, вы начнете предъявлять претензии мне. А это не моя область. И я его не создавал, этот тариф. Мы выставили, а это 32%, они снизят, должны снизить. Там есть. Порядок занимается этим посредством. Предлагаю? Нет. Нелегальные НТО, которые вот просто сами где хотят, там и ставят. Ни у кого ничего не спросив. Да, вы знаете, департамент жилищных отношений предоставить туда свое обращение, они обязаны провести проверку внеплановую. По итогам проверки уже в случае выявления тех нарушений о незаконном занятии земельного участка направляет в правовой департамент. Если дополнительных вопросов нет, разрешите перейти к последнему вопросу. Это подготовка к международным, то есть чемпионату мира по борьбе. Уважаемые предприниматели, столица будет принимать чемпионат мира по вольной борьбе. Ну, как бы хотелось, чтобы наш город все-таки... Это когда будет? 14 марта, по-моему, С 15 марта. И я бы хотел к вам обратиться с просьбой. Центральная улица, ну там говорить нечего, это город нас, это наш, ну как бы дом. Мы здесь, да не как бы, это наш дом. Каждый хочет, чтобы в своей квартире была вымыта посуда, чистый пол, согласитесь? Порядок, белье и так далее, чистый подъезд. Давайте мы сделаем так, чтобы во всем городе такой был порядок, как в наших домах и квартирах. Те объекты, которые находятся, ну, ваши коммерческие, нарядите их. Может быть, у вас фасад немножко накренился, может быть, что-то там с внешним видом. Сейчас потеплело. Давайте сделаем, чтобы это выглядело надлежащим образом. Особенно это центральные улицы. Аюнского, район Триумфа, мост, Ленина, ну где у вас находятся ваши вот автобусы, остановки. Они в Куржаках немного, ну с зимы, да, почиститься и так далее. Давайте к городу отнесемся. И не из-за того, что будет даже Кубок мира, а к тому, что мы к лету идем. Сейчас уже тепло, солнышко светит, хочется, чтобы глаз загорелся. Так, кстати, вы обратите внимание, сейчас такая у нас конкуренция, люди-то идут где поярче, где почище, где покомфортнее. Кстати, где больше этика. Если ваш продавец говорит: спасибо большое, к вам подошли, всего доброго, приходите к нам еще, цепляет. Цепляет не из-за того, что человек-то говорит: как необычно, вау, слушай, эффект вау работает, почему мы так не делаем у себя, давайте будем делать. Но это нормально же.
Давайте постараемся наш город привести в порядок, особенно вот к этим мероприятиям, а потом дальше будем просто это поддерживать. Кстати, у нас в этом году будут гранты, будут премии предпринимателям, кто ухаживает за своими территориями, кто наряжает их, кто... Наряжать это не обязательно какими-то шариками и так далее. Клумба, покрашенный бордюр и никаких проблем. Беленькие, сияют красиво, люди оборачиваются, как замечательно. А еще цветочками украсить это все. Контраст. Согласитесь? Давайте поможем городу все вместе. Хорошо? Это у меня к вам обращение. У вас были ряд вопросов, которые вы задали в части вот на торговых НТО, да? Торговых объектов. Мы ее сняли путем перевода его более в широкий спектр обсуждения на Координационный совет при главе. Вы с этим согласны? Да. Все, мы его закрываем пока, и вы разбираетесь там. Все вопросы, которые будут касаться мусора, прилегающих территорий, готовьтесь, там будете задавать. Мы для вас соберем надлежащее количество чиновников, кто может вам будет ответить на ваши вопросы. Хорошо? Спасибо. Всего доброго.